Здравствуйте! В эфире передача «Авторивьера». Тема сегодняшней нашей программы – междугороднее и пригородное пассажирское сообщение в республике. Поскольку пассажирское сообщение немыслимо без вокзалов, с них и начнем. В настоящее время часть пассажиропотока переходит границу с Абхазией через пешеходный терминал и отправляется до пункта своего назначения на автотранспорте от вокзала Псол. К нему мы вернемся несколько позже, а пока обратим внимание на Сухумский вокзал, который по-прежнему является главными воротами Абхазии и ее столицы. В былые годы здесь проходил большой пассажиропоток. Сейчас это даже представить себе сложно. Через этот вокзал, помимо внутренних рейсов, проходило еще много транзитных маршрутов автобусного и железнодорожного сообщения, как в сторону России, так и в сторону закавказских республик. Вокруг него протекала жизнь, присущая вокзалам с интенсивным транспортным сообщением. И в то же время у него была своя неповторимая индивидуальная атмосфера. Само здание было запущено в 1951 году. В отличие от типовых вокзалов, тысяч различных городов, которые носят сугубо функциональный характер, Сухумский вокзал является роскошным архитектурным сооружением. Его спроектировали с учетом новейших для того времени подходов и технологий для эффективной работы терминалов и удобства пассажиров. Его функциональность вполне актуальна и в наши дни. Сейчас бы такие пассажиропотоки наши перевозчики были бы просто счастливы. Но вот уже четверть века здание и привокзальная площадь находятся в плачевном состоянии, вызывая у гостей и жителей Абхазии удручающее впечатление. Тем не менее, вокзал как-то функционирует. Сюда прибывают два железнодорожных состава, это из Москвы и Санкт-Петербурга. Автобусы ходят по маршрутам в Краснодар, Ростов-на-Дону, Крымск, Владикавказ и другие города России, а также по внутренним маршрутам. В одном крыле здания функционируют билетные кассы. Обратим внимание на привокзальную площадь. Какие бы ни были перебои с водой в городе, здесь она всегда есть. Кругом лужи, грязь, ямы, выбоины. Мало у кого возникает желание заезжать сюда без крайней необходимости. То и дело Сухумский вокзал попадает в заметки путешественников, которые размещают фотографии, видео и даже целые фильмы на различные интернет-ресурсы. Там и наш вокзал, и другие авто- и железнодорожные станции, а также множество иных заброшенных объектов с массой к ним нелестных комментариев интернет-пользователей. Им сложно понять, почему за такой продолжительный послевоенный период эти здания так и не восстановлены. Все это отрицательно сказывается на имидже страны в целом. Благодаря этим материалам нашу страну причисляют в топ-10 заброшенных стран-призраков. К сожалению, в информации, недавно распространенной в прессе руководством вокзала, они пока не видят никаких перспектив для выхода из этого бедственного положения. Средств на восстановление вокзала никто не обещал. После наших передач, возможно, это случайность, но на некоторых участках дорог и объектах, на которые Авторивьера обращает внимание, положение начинает меняться к лучшему. Поскольку в преддверии Нового года должны случаться чудеса, будем надеяться, что мы в скором времени увидим Сухумский вокзал восстановленным, красивым, чистым и полноценно функционирующим. Мы продолжим наш материал о междугороднем автобусном сообщении. Предыдущая передача была посвящена муниципальному пассажирскому транспорту. Это городское и пригородное сообщение. Они осуществляются автобусами различной пассажировместимости и такси, подведомственных Государственному управлению по транспорту. Состояние автопарка на сегодняшний день несколько лучше, чем, скажем, лет 10 назад, но этого недостаточно. Как хороший пример мы вам покажем высококлассные комфортабельные автобусы национального туристического транспортного предприятия Абхазии. Они оборудованы кондиционерами, телевизором, DVD, холодильником и микроволновкой. Сегодня пассажир требователен, особенно туристы, для которых наличие кондиционера и Wi-Fi в автобусе является обязательным и привычным условием. Чтобы нам не быть голословным, я сейчас проеду на одном из маршрутных микроавтобусов, хотя заранее знаю, что ни чая, ни Wi-Fi не будет. Главное – доехать.
Картинку в машине снимает миниатюрная камера. Салон в этом микроавтобусе вполне презентабельный. Маршрутка, как и заведено, по заполнению пассажирами выехала курсом на Псол. Водитель вел машину вполне надежно, без риска. А вот один встречный автомобиль создал аварийную ситуацию, но все обошлось. Это был нормальный рейс. В Гудауте я уже пересел в нашу съемочную машину. Как нам известно, существует несколько наиболее частых нареканий в адрес отдельных водителей маршруток. Это опасная езда. Порой низкая культура обслуживания, в холодное время в салоне дует со всех щелей или наоборот, в жару парилка из-за глухих окон. Выбор темы о пассажирских перевозках еще связан с тем, что с 1 декабря Государственное управление по транспорту проводит упорядочение и систематизацию пассажирского транспорта. Главный фронт работы у них на вокзале Псол. Руководство упорядочивает места стоянок автобусов, маршруток и такси, а также графики их работы. Какой подвижной состав работает на линии, во многом зависит от организации, которая занимается лицензированием транспорта для пассажирских перевозок. Каковы их критерии, нам расскажет начальник лицензионного отдела Госуправления по транспорту Руслан Харазия. Скажите, на сегодняшний день у вас существует ограничение по количеству выдаваемых лицензий по пассажирским перевозкам? По количеству ограничений не существует. Мы выдаем, то есть человек обратился с просьбой, индивидуальный предприниматель, либо это юридическое лицо, мы выдаем лицензию, нет, без ограничений. Какие требования вы предъявляете к перевозчику? Надо вообще изначально понимать, что сама лицензия, она как бы делится. В данном случае у нас она делится на 3 вида, то есть перевозка пассажиров, это свыше 8 мест, перевозка пассажиров и багажа легковым такси, это категория такси, которые подходят, и перевозка груза. Ну, у нас есть соответствующий пакет документов, который должен предъявить сюда к нам в управление перевозчик. Вот. Единственная, наверное, вот в этом всем единственная проблема, которую мы на данном этапе испытываем, это технически посмотреть машину нам сложно, потому что у нас нет никакой базы технической. Мы ориентируемся на то, что, получается, дает государственное управление ГАИ, так называемый техосмотр. Вот. То есть, если есть... А так вот внешне как-то вы просматриваете? Внешне пытаемся просмотреть, да, ну то есть, как все понимают, что реально какие-то изъяны в машине увидеть внешне не получается. Перевозчик сам должен быть, в принципе, Быть заинтересован в том, конечно, чтобы да. его машина была технически дело, исправна. Да. Машина должна быть, хотя бы мы ее смотрим визуально, возраст и все остальное, технические характеристики машины, это смотрит управление ГАИ, республики, они выдают соответствующие документы, на основании которых мы уже дальше выдаем данную лицензию. Есть машины, которые работают на государственные автотранспортные предприятия, то есть заключают с ними договора. В данном случае какая ситуация? Они к нам не обращаются, они нам, если человек пришел с их договором, то есть от автотранспортного предприятия, то есть, соответственно, значит, они дают добро. К истории водителя, допустим, были нарекания к этому водителю там по линии автоинспекции или попадал ли в ДТП этот водитель, это у нас да, нет такой статистики. базы данных, такой статистики у нас нет, да. Ну, как вы считаете? Мы эти моменты, мы выходим с предложением, эти все моменты прорабатываем, то есть мы думаем, что в скором будущем мы хотим это все между собой подвязать, и налоговую, и сотрудников милиции, и ГАИ. То есть мы думаем, что то есть в скором будут будущем, происходить конечно, изменения? мы работаем в этом направлении. В плане взаимодействия с
с нашими министерствами другими, с милицией, да, службой ГАИ. Мы прорабатываем все эти моменты, выходим с предложениями и надеемся, что в скором будущем мы будем действовать все вместе и выходить у нас есть отдел, который занимается именно выездами. Уже много раз практиковалось выезды и с налоговой, и с УБЭП, и с милицией нашей. То есть в этом направлении мы работаем. То есть, чтобы у вас была картина, вот кто этот водитель, Чтобы какая-то была общая база данных, прорабатывался вопрос о единой базе всех перевозчиков. Ну, только тех, которые у нас зарегистрированы на данном этапе. Потому что есть огромное количество перевозчиков, которых не учтены фактически, потому что по тем или иным причинам они не доходят до отсюда, не берут лицензии кто-то. Тенденция хорошая, то есть проходят, берут лицензии, но есть, конечно, огромное количество людей, которые пока еще не пролицензировались. Ну, а так, если у них есть договор с транспортным предприятием, то есть они, получается, трудоустроенные, они не зря получают лицензию? Ну, конечно, да. Они, во-первых, отчисления в бюджет, они платят налоги. Что касается перспектив, по данному виду лицензирования, который есть на сегодняшний день, согласно нашему законодательству, она дается бессрочно, лицензия дается бессрочно. Конечно, в перспективе, как столкнулись с практикой, намного, на наш взгляд, было бы лучше, если бы она давалась бы срочно, на какой-то период времени. Во многих государствах существует практика давать лицензию на вид деятельности на определенный промежуток времени. На наш взгляд, намного удобнее было бы, если бы эта лицензия была бы срочная, и через какой-то определенный промежуток времени он пришел бы сюда к нам с соответствующими документами, и мы дальше промониторили бы его деятельность, чем он занимается, платит ли он налоги, не платит. На наш взгляд, это было бы удобнее, да. Плюс к этому всему, конечно, мы и в дальнейшем будем сотрудничать, как я ранее говорил, с управлением ГАИ и с остальными службами, чтобы посмотреть реально, как он осуществлял эти перевозки до этого, нарушал ли он, есть ли основания для продления этой лицензии или нет. То есть механизм отзыва лицензии, он очень хорошо прописан. Что касается культуры обслуживания, да, проходят, жалуются, бывает на наших перевозчиков, это в основном бытовые какие-то моменты, где-то там чуть как-то им выскажутся резко. То есть, да, такие жалобы приходят и говорят. Где-то была недавно буквально ситуация, там пришли, пожаловались, детей не подобрали, там надо было их довести до школы, с определенного места их не подобрали. То есть такие моменты есть, сейчас не сказать, что их прям очень много, но бывают частные случаи, когда такие жалобы приходят. Да. Мы на это реагируем, то есть и беседы проводятся с водителями, теми, которые делают такие нарушения, да. То есть в этом направлении тоже работаем. О проводимой работе расскажет нам генеральный директор Апснавтовокзал Станислав Гвазба. Станислав Кудович, основной вид выделяется из всех, наверное, междугородние перевозки. Да, внутри республики, междугородние. На сегодняшний день подвижной состав, конечно, гораздо лучше, чем был там 10 лет назад, и организация работы этого транспорта лучше. Но, тем не менее, наверное, есть куда стремиться. Ну да, естественно, сегодня в любом случае, естественно, парк желает быть лучшим. Вот мы в силу нашей работы сталкиваемся с предприятиями, с нашими ведущими предприятиями, Сухумским автотранспортным предприятием, Ткачевским, Гудаутским, Гагаринским. Парк, естественно, устарел, желает обновления. Это все зависит от финансовых, наверное, возможностей нашей республики, естественно, чтобы как-то в этом отношении помочь руководителям их предприятий. Тут в это закладывается, естественно, и безопасность, и культура обслуживания, и многие-многие вопросы с этим, естественно, будут решаться лучше и качественнее. Есть какое-то финансирование или датирование этого вида транспорта? Датируют перевозки, льготные перевозки там датируются что-то, а так, чтобы на чисто прямые, муниципальные, какие-то, естественно. А так, в основном, у вас все перевозчики, в основном, это частные лица, да? Нет, я бы не сказал бы совсем так, чтобы частные лица, естественно, и частные. Тут то есть какие предприятия у вас? Есть Сухумское автотранспортное предприятие,
Гагаринское автотранспортное, Гудаутское, Ткачевское, Ачимское. Это государственные предприятия, которые сегодня выполняют, естественно, основной вид перевозок. Там и частные, естественно, перевозки подключаются к этим. Ну так вот, в общем, в да. целом, как можно характеризовать, из какого вида транспорта состоят эти вот Ну, смешанно. государственные Здесь предприятия? нельзя так выделить или тех, естественно, это смешано. Здесь и частные, и коммерческие организации, То которые... есть они прикреплены к этим организациям? Да, они, естественно, по всем необходимым требованиям прикреплены к гаражам, от гаражей работают, естественно, от транспортных предприятий. То есть они им выписывают путевки, Конечно, проверяют конечно. техническое состояние? Одно из требований в любом случае любой индивидуальный предприниматель, чтобы выехал на работу, он должен пройти все утренние техосмотр, медосмотр, все, что требуется сегодня, чтобы выйти на линию и переводить пассажиров, для того, чтобы безопасно все это совершать. Около вот таких вот пересадочных пунктов крупных, на вокзалах, видно огромное количество транспорта. У пассажиров складывается такое мнение, что транспорта вроде очень много, а вот, допустим, в вечернее время недостаточно транспорта. Например, вот тот контингент пассажиров, которые ездят с пригорода, с других городов, допустим, в столицу или наоборот, там кто-то, может, в Гагру ездит. Очень многие, может быть, и не ездили бы на своем транспорте, то есть это накладно, если было бы организовано движение транспорта в вечернее время получше. Кто-то на попутках ездит, вечером возвращаясь с работы, недостаточно рейсов, видимо, то есть приходится ездить на попутках. Были бы какие-то рейсы, они бы, наверное, подстраивались бы под эти рейсы, чтобы попасть домой после работы. Мы возьмем это на контроль, хотя оно и много раз поднимался, этот вопрос, и это не первый раз мы поднимаем. И сегодня тоже, опять же, будем поднимать, когда последний рейс, скажем, уезжает с Сухуми, или там с Псов, или с Гагры, или с Ворчала, или с Гал, чтобы эти вопросы действительно, что было. Мы сегодня в любом предназначении всей нашей работы для людей, и, естественно, мы должны делать так, как людям удобно и хорошо будет. Поэтому мы возьмем это на вооружение и будем, естественно, это тот же вопрос тоже с Сухумским автовокзалом, с руководителями этого автовокзала будем говорить и приводить как-то все это, согласовывать и делать. Скажем, я по Псовскому автовокзалу вам скажу, мы сегодня, что привокзальную площадь, вы как говорите, чтобы не складывалось это мнение, что столько машин, а ввести некому. Изначально было предусмотрено, шлагбаум стоял у этого вокзала, для того, чтобы на территории автовокзала, это практика сегодняшняя, это ничего нового мы тут не требуем, на территорию автовокзала заезжать должны те автомашины, которые занимаются непосредственно перевозками. Они все, мы хотя и хотим, там немножко неудобства, поближе подъехать к границе, людей подвезти. Но у нас сегодня нельзя так, потому что площадь полностью забита была любым автотранспортом, который сегодня решил, любой участник проехал. Мы запустили автовокзале, на Псовском автовокзале шлагбаум, работу шлагбаума. То есть сегодня вы отсекаете всех остальных нелегальных перевозчиков или просто тех, которые подвозят пассажиров туда на личном мы с помощью управления транспорта созданы группы, которые выезжают с 6 утра, становятся на этот шлагбаум и проверяют, запускают туда людей, имеющих разрешительные документы только. И, естественно, маршруты, утвержденные маршруты от гаражей, от автотранспортных предприятий по республике наших, и людей, которые сегодня всю эту процедуру необходимую прошли, чтобы перевозить людей. Порядок будет, конечно, если будет народ. Народа нету, каждый хочет копейку заработать, и каждый хочет выезжает. Это тяжело сделать, очень тяжело. Действительно, сегодня летом еще хорошо, а зимой у нас всех работы нет. С Гагры еду я, 6 человек привез. Сейчас обратно еду пустой, потому что здесь если останусь, машины стоят с ночью, в очередь еще ехать не буду. А это количество машин у вас как-то ограничивает? Например, конечно, если 100 будет маршруток, всем один рейс тоже не сделаете. Так у нас как раз Гагра-Псов, в котором мы работаем, у нас такая проблема. У нас очень много машин, а столько людей нет. Помимо того, что мы Гагра-Псов ездим, Сухумский нас чистят, Афонский чистят, Пицунский чистят.
Гагра на остановке стоим, где мы набираем в континенте, все проезжают и подбирают. Мы общались там с водителями, они говорят, что, ну, вот, допустим, им удается сделать в день один рейс, допустим, Сухум-Псол и обратно, но не 2 рейса. А на ваш взгляд, если бы водитель делал бы 2-3 рейса в день, у него были бы больше, наверное, возможностей и свой автотранспорт содержать в более лучшем состоянии. Ну, видите, здесь все-таки материальная сторона затрагивается. Да, оно как-то, вот сложились эти графики сегодня по заполнению автомашин, маршрутки это ездят сегодня. Хотя есть у нас и графики, которые ездят по времени, установленному времени, с интервалом каким-то необходимым. Это те графики, которые от предприятия идут, а вот маршрутные такси, они ездят по заполнению, у них свой там график составлен, и получается там нету периода такого конкретного, что но все упирается опять же в материальную заинтересованность. Если он пустой, он имеет затраты больше, естественно, не хочет ехать. Ждет какой-то коэффициент наполнения должен быть все равно в этом автобусе, чтобы рейс был, хотя бы что-то мог оставить, ему какой-то оправдать его рейс, там, У нас такое впечатление сложилось, что они все делают, допустим, вот в такое время, когда наибольший пассажиропоток, допустим, 1 рейс, ну, максимум 2, может быть, и все. Составлены графики так, что в город возвращаются те перевозчики, которые, скажем, сегодня гудаутцы едут после обеда в Сухум, что в вечернее время возвращаются к себе домой и, естественно, с людьми через автовокзал. Просто вот так, как раз по этому случаю, вот мне на днях пассажир рассказывал, мы, говорит, вечером сели в автобус, написано Сухум, вот, а потом он начал говорить, что я не еду туда. Мы, говорит, спрашиваем, как ты не едешь, если у тебя Сухум написано? Ну, я, говорит, мне вообще в Гудауту надо, если у меня не набирается, то я поеду в Гудауту. Ну, здесь желает, конечно, где-то наше где-то упущение контроля, упущение. Естественно, где-то мы не говорим, что у нас все идеально, это все со всех автовокзалов, что все мы идеально делаем, все эти графики соблюдаются. Естественно, есть и такой какой-то нерадивый, который на полпути оставит людей. Но по идее, как необходимо, должно быть в идеале вот так. Сегодня и в любом автовокзале должен быть последний график висеть там на этом в расписании, что он обязан, если даже будет 2 человека, он должен обязан поехать. Для этого, опять же, я говорю, нужна какая-то поддержка автопредприятий, чтобы они могли людей, которых сегодня выпускают, не полностью зависели от того, что водитель он сам купил, залил салом горючее, там материально полностью ее содержит, поехал, он может быть какие-то условия свои потом выдвигать. Да. А если мы можем от предприятия послать и вот это все мы сможем отрегулировать, возместить этому человеку, естественно, и требования будут совсем другие к нему. В зимнее время сейчас, например, у некоторых в салоне очень холодно, продувает ветер, ну, есть такие, хотя понятно, да. Ну, это вроде бы основной автопарк чисто визуально в хорошем состоянии, и там иномарки, Мерседес и прочие автобусы, но тем не менее пассажиры вот жалуются, что бывает попадается такой транспорт, который зимой холодно, дует со всех щелей. Ну вот они вот, в принципе, это основная наша, естественно, задача, чтобы транспорт, который мы сегодня лицензируем, он соответствовал тем нормам, необходимым требованиям, которые предъявляются для перевозок пассажиров, естественно. И это, опять же, тот же вопрос всплывает наш, о том, что мы до этого поднимали с вами. Сегодня парк устаревший. Во всех городах нашей республики парк устарел. И сегодня, если будет возможность, я не знаю, финансовые какие-то возможности, и будут этим даны какие-то автомашины, тогда легче будет вот эти вопросы решать, проще будет, естественно. Тогда все это связано будет на уровне государственного, когда поднято будет, естественно, будет легче решать этот вопрос. Ну, как правило, водители люди рукастые, то есть, ну, устранить вот эти вот, уплотнить щели. Ну да, это уже такие, это мелочи, естественно, да. Сами мы должны и заставлять, даже и если говорить, нет печки, показывать. хотя бы, чтобы конечно, не продувало. Конечно, но печки в любой автомашине предназначены и должны быть для комфортной перевозки людей, естественно. Это одно из требований к автомашине, которая перевозит людей. Вам часто приходится ездить на маршрутном транспорте? Вот. Ну и как вот ощущения раз от разу, допустим? Честно, ужасно.
Почему? Потому что летают маршрутчики. Ну вот я вот с одними ехал сегодня, вот спокойно очень ехал. Да, но это вам повезло. Да, то есть а так бывает, что Я, например, не попадала, чтобы маршрутчик ехал спокойно, всегда летят, и, не знаю, очень страшно. страшно, да? Конечно. Особенно, когда ты с ребенком, вообще ужас. Ну вы просите там, допустим, потише ехать, чтобы... Ну а смысл есть? У них же график свой, они же должны все вовремя успеть. Такого графика вроде нет, у них один рейс всего в день. Почему один рейс всего в день? Я вот с кем приехала, он опять здесь стоит. Ну, обратно второй и все. Да. То есть у них большая очередь, оказывается. Я тоже так думал, что они за рейсом спешат. В этот раз спокойно мы приехали, мне кажется, в силу того, что установили камеры, потому что вот на камере реагировали они. Пассажиры тоже не любят давать интервью, тоже больше они говорят уже за камерой. Они тоже хотят лучшего обслуживания от водителей, там, лучшего обращения. И есть нарекания к тому, что вот многие ездят, опасная езда. То есть многие очень быстро едут, выскакивают на встречный обгон. Там, есть такие нарекания. Я согласен с вами, да, есть, но и... Как вот, допустим, госавтоинспекция, например, бывает у них нарекания там, к предприятиям транспортным? Это обязанность, естественно, и МВД в этом поддержку. Вот мы сегодня, когда проводили рейды на ПСО, и с нами, и с министерства МВД стояли люди, которые свои требования, которые их касающиеся, они проверяли там права и наличие документов разрешенных там по их линии. Поэтому, в принципе, мы согласованно, совместно работаем, все это там и УБЭП, выявляем. Да, и УБЭП участвовал у нас, естественно, они там налоговую свою систему проверяли. И, естественно, все это в комплексе, все это решается. И так мы... Ну, удается эта работа, вот, которую наметили, чтобы у вас вот уже вот с конца этого года выходили? Вот я сегодня могу, мы вот ездили эту неделю, с понедельника до по сегодняшний день. В понедельник, скажем, это трудно было. Люди как-то воспринимают. Хотя мы до этого месяц назад и давали возможность все документы подготовить, все сделать. На второй день уже легче, человек понимает. Многие вообще, основная масса людей, занимающихся перевозками, водителей я имею в виду, понимают, с пониманием относятся, и им наоборот хочется, чтобы это было все в рамках закона, и легче им будет работать. По черным флагам, нелегалам, которые ездят, которые не имеют, они говорят, почему я все плачу и езжу, а почему тот, который сегодня ничего не платит, тоже со мной рядом ездит. Очень много вопросов, которые мы, естественно, навстречу идем и решаем, стараемся решить этот вопрос. Выезжает с автовокзала по графику автобус, перед ним кто-то уже знает этот график, перед ним начинает, как они говорят, их термин чистить дорогу. Ну вот это все. Ну, удается вот на этой площадке организовать так, чтобы прямо на выходе, допустим, не подхватывали пассажиры нелегальные, допустим. Да, мы много вопросов сегодня там поднимаем, вот именно перед... Нелегальные перевозчики, перед, вот участники. Естественно, потом у нас есть специально в управлении транспорта контрольная группа, которая выезжает периодически, естественно, находится на трассе, пишут протокола здесь. Много месяцев назад мы проводили эту работу совместно с кабинетом министров, тоже нам были выделены люди. И столько было составлено документов, которые переданы были в УБЭП, и все это штрафовали. Вот это все, естественно, То есть штрафуются перевозчики, которые без документов? Конечно, да, без документов, с нарушением, которые выезжают на дороге, естественно. Но оно, конечно, эффект свой дает. Человек, вы знаете, если какие-то требования постоянно будет выдвигая, естественно, будет человек подходить к каким-то нормам, необходимым нормам для перевозки, чтобы безопасно было, культурно было, нормально было, чтобы мы, тем более это лицо, вот Псковский вокзал акцентируем на этом внимание, это лицо нашего, вот, это человек, приезжающий к нам в гость, первым сталкивается с теми людьми, которые сегодня как-то там встречают. И хотелось бы, конечно, чтобы все они понимали это нормально, чтобы, придя отсюда, уйдя, тот же отдыхающий говорил, да, у них все на уровне, и безопасность соблюдается, и культура обслуживания на нормальном уровне. Естественно, вот к этому, вот эта задача перед нами и стоит. Вы начали эту работу с 1 декабря, и вот как вам видится, в целом удается, в общем, это? Ну да, конечно. Я бы никогда не сказал, что наши люди не понимают, что это нужно вот так делать. Это так есть, просто в силу каких-то материальных трудностей,
и многих вопросов, которые вот не получается в идеале все это делать, но потихоньку все это с помощью Ну, если постоянно будет это вот, требоваться, будут проверки, наверное, они естественно, будут оно будет тоже... все, конечно, естественно, все это будет потихоньку приводить. И легче будет работать им же самим, это аксиома.